В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Субсидированные авиаперелеты в арктические районы Якутии возобновят до конца года. Расскажем подробнее. Еще в августе в Алекминске закрыли автовокзал. Сейчас в холода ожидание автобуса стало некомфортным. Как решают проблему? В Вилюйске открыли клуб «Счастливы вместе». Это проект для опекунских и приемных семей. На что нацелен проект и как ведется его реализация? Субсидированные авиаперелеты в арктические районы Якутии возобновят до конца года. Совещание с финансово-экономическим блоком по вопросу субсидированных авиаперелетов прошло сегодня. На пресс-подходе министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев заявил, есть понимание, что до конца года будут изысканы определенные средства. Точные сроки неизвестны, идет активная работа по изысканию источников финансирования. К Новому году, безусловно, перевозки возобновятся. Ледовую переправу Хатасы-Павловск планируют открыть позже, чем в прошлом году. Тогда ледовую переправу открыли в конце ноября. Так, движение в направлении Хатасы-Павловск откроют после 20 декабря. Работы по переброске техники уже проводятся. Отмечается, что постараются как можно быстрее дать проезд для хотя бы автомобилей до 3 тонн. Все зависит от гидрологической обстановки. А на переправу Намыв в Якутске, откуда курсируют хивусы, нагрянула проверка. Работу судов на воздушной подушке проинспектировала комиссия, в составе которой было сразу несколько контролирующих органов. Транспортная прокуратура, МЧС и налоговая. Так, стражи порядка проверили у капитанов наличие разрешающих документов. Спасатели разъяснили пассажирам и членам экипажей правила поведения на воде в период становления ледостава. А налоговые инспекторы узнали, почему плата за проезд на хивусах взимается исключительно наличными. Как отметили специалисты, такие случаи грозят предпринимателю наложением штрафов. Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие перевозки, должны в обязательном порядке применять контрольно-кассовую технику и выдавать населению кассовые чеки. Нарушение данного федерального закона влечет административный штраф в размере от 10 тысяч и выше. Еще в августе в городе Алекминске закрыли автовокзал, место, где ожидали свой транспорт пассажиры города и сел. В здании требовался основательный ремонт, на который не было денежных средств. Теплые дни сменились первыми минусами, а ожидание автобуса стало совсем некомфортным. Как решили эту проблему в Алекминске в сюжете Елены Фаст. Нужен автовокзал? Ну, конечно, нужен. Людям греться негде, пока автобуса нет. Давно он не работает? Давно. Еще с осени получается, как пожар был. С тех пор так и не работает? Так и не работает. Все закрыто. Сложную финансовую ситуацию, которая сложилась в городе, ощутили на себе жители. Здание автовокзала не функционировало с лета. Между тем на улице ощутимый минус. Как видите, холодно же. Уже холодно? Конечно. А что, когда откроют? Уже не открывают. Пока не. Вообще давно возникла необходимость, что нужно, Да, чтобы он работал? летом все это было. С лета началось, да? И с тех пор вы так сидите на улице? Ждем, да, вот автобус, в деревне ехать. Сказали, что здание не готово, на улице ждем. Нет, ну это сейчас тепло-то ладно. Но и все равно, в любом случае, да, люди же разных возрастов. Поэтому с детьми, тем более, все равно сейчас зима же идет. Здание это нужно, чтобы где-то народ сидел и ждал свой автобус. Все-таки очень хочется, чтобы быстрее открыли. Конечно, конечно. Скажем честно, не самый острый, но злободневный вопрос удалось решить. Мы 1 ноября по плану планируем открыть, и это действительно так. 1 ноября мы открываем двери автовокзала. Ну, конечно, это уже будет без ленточки красной, понятно, это просто восстановительные работы. На сегодня там уже стены и косметика, в принципе, готовы. Электрику делаем. Приступили ребята делать электрику. Вот буквально пару-тройку дней, и автовокзал мы двери открываем, там уже будет тепло и уютно, в принципе, подождать автобус. Самое важное, что решить вопрос удалось без привлечения бюджетных денег. Нашлись те, кто решил помочь безвозмездно. Созвонились с рядом местных предпринимателей,
которые даже и сами предложили помощь, и где-то пришлось и попросить. Ну, в общем, общими усилиями, так скажем, останавливаем ту проблему, которая образовалась у нас еще в августе месяце. Вот. Ну, и как бы много людей отозвалось, это очень хорошо. Это небольшой ремонт, но он позволит пассажирам ожидать свой автобус в тепле. На сегодняшний день это главное. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В ходе рабочего визита в Чурапчинском Улусе председатель Илтумен Алексей Еремеев и член Общественно-консультативного совета Макар Яковлев провели круглый стол о принятии законопроекта Якутии о местном самоуправлении. Обсудили двухуровневую систему местного самоуправления, системы нового способа выбора глав наследов и районов и распределения полномочий между различными уровнями власти. А также уточнили вопрос о системе образования, которая останется на районном уровне. Между тем рассмотрели актуальные вопросы развития местного самоуправления и ответили на волнующие вопросы участников совещания. Дали рекомендации главам наследов. Еще один волнующий вопрос – это полномочия. Вот, последним дают 34 полномочий. Многовато, вот, хорошо, но с другой стороны, это надо съесть эти полномочия. Если они финансово не закреплены, но эти полномочия будут пустые. Поэтому рекомендовали все-таки надо брать такие полномочия, которые будут обеспечены финансами и реально выполнимые. Сегодня Горный Улус посетила рабочая группа под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Сахаяны Павловой. Специалисты осмотрели сельскохозяйственные земли на территориях Кумахорех и Көтердөх, где были реализованы мероприятия программы развития кормопроизводства. На программу в Горном Улусе в текущем году предусмотрено 15 миллионов 700 тысяч рублей. За эти средства 66 хозяйств восстановили 226 гектаров пашин и сенокосных угодий. Также направлены на строительство 20 километров изгородей и на посев кормовых культур на 268 гектаров. Рабочей группе со стороны Улуса также были предложены восстановительные работы в селе Шологон и водохранилище Матта в селе Берджигистях. Предложено увеличить финансирование программы кормопроизводства до 200 миллионов рублей. На сегодняшний день кормозаготовительная кампания в Горном Улусе завершена на высоком уровне. Все планы выполнены. Большое внимание уделяет на мелиоративные работы. Это сегодня мы посмотрели восстановленные пашни рядом с селом Берджигистях. На сегодняшний день по району восстановлено более 260 гектаров пашин, и все планы выполнены. В селе Барагонцы у Селданского Улуса 90 мужчин вышли на традиционный субботник по заготовке льда. Добытый лед доставили 52 семьям участников спецоперации и 5 ветеранам тыла. Каждый участник субботника принес с собой необходимые инструменты для работы. В стороне не остались жители с техникой. По транспортировке льда работал 1 трактор и 9 грузовых автомобилей. Странно, что жители очень активно выходят на такие субботники. Вот весной также по заготовке дров для также участников специальной военной операции и ветеранов тыла вышло около 100 человек. И вот примерно такую же картину мы наблюдаем по субботнику на заготовку льда. Сегодня в России со скорбью отмечают День памяти жертв политических репрессий. Исторические справки отмечают, что наибольшее число исправительных трудовых лагерей приходилось на Дальний Восток. Особенно много их было на Колыме и в Якутии. Многие промышленные районы Якутии начали свое развитие с приходом подразделений Дальстроя. В Уснерской библиотеке в этот день школьникам говорили о строительстве главной артерии района Колымской трассе. Целых 20 лет строили ее заключенные. Основные орудия труда – лом, кирка, лопата и тачка. Умерших от непосильной работы, голода и холода даже не хоронили, а укладывали в дорожное полотно. Трассу многие до сих пор называют дорогой на костях. Встреча не оставила ребят равнодушными, а взрослые убедились – молодое поколение готово хранить эту печальную память. Тема важная – память народа, да? Память прошлого, которая не дает забыть ту боль, те страдания, которые перенесли люди, строящие нашу Колымскую трассу. Да? Мы должны помнить о них.
чтобы в будущем не повторялся вот геноцид народа, да, не повторились эти страдания, через которые пришлось прожить, перенести этим людям. На базе Вилюйского центра содействия семейному воспитанию, который получил грант на развитие проекта «Школа замещающих семей», состоялось открытие клуба «Счастливы вместе». Проект для опекунских и приемных семей призван укрепить позитивные, доверительные отношения в замещающих семьях. В рамках клуба будут организованы совместный досуг, психолого-педагогическая поддержка, включающая обучение мероприятий для родителей, особенно воспитающих детей с ОВЗ. Уникальность проекта в его комплексном подходе, сочетающем традиционные методы поддержки семей с инновационными технологиями и учетом культурных особенностей Вилюйского района. Тем временем реализация данного проекта позволит добиться значительных положительных изменений в жизни замещающих семей. Данный проект призван укрепить позитивные доверительные отношения в замещающих семьях, помочь им успешно адаптироваться, наладить гармоничные внутрисемейные связи и создать для детей стабильную, любящую среду, где каждый сможет получить профессиональную, эмоциональную поддержку, своевременную правовую, психолого-педагогическую, социальную помощь и сможет обмениваться опытом. Семья – это наиболее благоприятная среда для развития здоровой личности. Именно в семье ребенок получает представление о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. Во время осенних каникул Амгинская СОЖ номер 1 собрала заинтересованных в изучении истории родного края учащихся Амгинского улуса на Краефесте. До нынешнего года ежегодно, начиная с 2006 года, проводили краеведческую конференцию. В этом году мероприятие организовали в формате фестиваля, который проводился по 8 направлениям. В актовом зале школы царила атмосфера творчества и научного поиска. Ребята представляли свои работы, посвященные различным аспектам истории войны. От анализа архивных документов до воспоминаний ветеранов. Их исследования открывали новые страницы прошлого, помогая лучше понять вклад Амгинского улуса в победу. Краефест стал не только площадкой для обмена знаниями и опытом, но и местом встречи единомышленников. В Амгинской школе номер 1 прошел первый краеведческий фестиваль школьников Амгинского улуса. Он собрал более 300 детей. Фестиваль прошел по 8 разным конкурсам. Приняли участие дети с начальных классов до 11 класса, творческие, интересующиеся историей своего родного края. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.